вместе за демократию и защиту прав человека, вызовы и угрозы народам Европы со стороны международного террористического учреждения КГБ СССР ФСБ. В 1991 году распад СССР привел к серьезным изменениям в восточноевропейском регионе, которые повлияли на политический и экономический ландшафт многих стран бывшего СССР. РФ, в кавычках будет она у меня отныне и всегда, РФ по своей сути империя, только под новой вывеской, сменившая империю под другой вывеской СССР, продолжала вмешиваться во внутренние дела наций в регионе, когда созданные на развалинах СССР независимые государства стали искать свои национальные пути развития, в том числе и на Кавказе, где Чеченская республика Ичкерия легитимно вышла из состава СССР, из территории которой первыми были выведены российские военные формирования. В Белоруссии после демократически нацеленных выборов появились у руля страны старые кадры советской номенклатуры во главе с Лукашенко, которые грубо и систематически нарушали демократические принципы и де-факто восстановили советский строй. Это привело к политическому кризису и к многочисленным серьезным нарушениям прав человека. Однако еще до распада СССР активное вмешательство его спецслужб посредством организованного и вооруженного ими при громком одобрении пропагандистами сохранения старых границ великой и нерушимой, такими как Александр Невзоров, нелегально и незаконно провели гибридную войну против Молдовы с участием Добровольческого легиона, в рядах которого был молодой Гиркин Стрелков сотоварищи. Тех первых ихтамнетов напрямую поддерживали и снабжали вооружением как члены Генштаба СССР, так и националистические элементы прослойки думающей элиты, в тандеме стоящих на страже границ Российской империи. Расчленение Молдовы в 1989 году стало первым звонком будущей нестабильности в регионе и за его пределами. В 1992 году так называемая Российская Федерация совершила акт геноцида ингушского народа в пригородном районе, пытаясь развязать большую войну на Кавказе и втянуть в нее суверенную Чеченскую республику, а затем оккупировать их. К счастью, тогда удалось избежать такого сценария, но мир длился недолго. Последовала открытая российская агрессия против Ичкерии и тяжелая борьба чеченской нации за суверенитет и свободу, свою и всего мира, практически в полном одиночестве. Важно напомнить для тех, кто имеет привычку забывать сей трагический факт, что чеченская нация потеряла убитыми 30% от числа своих граждан, то есть 300 тысяч людей, среди которых 42 тысячи детей. Чеченская республика Ичкерия в военном плане сдерживала так называемую Российскую Федерацию более 20 лет, тем самым дав возможность вырасти свободному поколению людей на постсоветском пространстве. Владимир Зеленский и Валерий Залужный – люди, чьи личностное становление произошло в годы русско-чеченских войн. Мир же, подобно временам Сталина и Берии, согласился, что уничтожение целой нации – это внутреннее дело так называемой Российской Федерации. Чеченской нации, которой мир часто искренне предлагал избавиться от оков коммунизма и тоталитаризма. Еще в 1993 году на международном совещании с участием представителей кавказских народов и государств первый чеченский президент Джохар Дудаев предупреждал: мир должен наконец проснуться. Согласие с тем, что Чечня внутреннее дело России, рано или поздно приведет к тому, что Европа тоже станет внутренним делом Москвы. Российского зверя надо остановить сегодня, в том числе взяв под международный контроль ее ядерное вооружение. Если этого не сделать сегодня, завтра Россия станет угрозой миру, всему человечеству. Пророческие слова Джохара Дудаева через 15 лет подтвердил известный британский специалист по России Эдвард Лукас. Россия стала угрозой для Европы, Америки и мира. Такая цитата вынесена на суперобложку книги Лукаса «Холодная война», вышедшей в лондонском издательстве Блумсбери. Банда КГБ СССР ФСБ
несостоявшейся Российской Федерации, отвлекая россиян на войны, начала разграблять имущество СССР. Европейский бизнес был готов закрыть глаза на все ради выгодных контрактов прямо сейчас, фактически став халифом на час. В 2008 году последовала агрессия против Грузии, когда она потеряла большой процент своей территории в пользу осетин, а ранее Абхаз, ставших фасадом для так называемой Российской Федерации, которая затем, как всегда, через незаконные референдумы поглотила эти территории. В 2014 году Российская Федерация аннексировала часть украинского Донбасса и полностью крымско-татарско-украинский Крым, при полном одобрении и участии тогдашних лидеров Германии и Франции, которые затем провели Мюнхен-2, продав те регионы, им не принадлежащие, их коллеги по штази и по отмыванию грязных газпромовских нефтедолларов по всей банковской территории ЕС, утвердили в Минске новый мировой порядок. Была создана ось Париж, Берлин, Москва. Итог – полное подчинение энерго- и банковской системе ЕС посредством управления всеми остальными 26 странами, членами Евросоюза, тандемом, узурпировавшим власть в ЕС, Германией с ее младшей сестрой Францией. Именно поэтому все западные лидеры цивилизованных стран Европы игнорировали геноцид, совершаемый российскими карательными войсками против чеченской и грузинской наций. В результате чего лидер ФСБ Путин безнаказанно и с предварительного одобрения Запада развязал конфликт в Украине в 2014 году, когда и началась Третья мировая война, которая продолжается до сих пор. Агрессивная политика территории, маскирующаяся под страну, внешняя политика, которая заключается в аннексии чужих территорий, в нарушении всех норм международного права, в совершении военных преступлений и геноцидов, наконец-то, после долгих лет равнодушия и фактического потакательства коллективным Западом, жизненным интересам РФ в ее сфере влияния, на Кавказе стало вызывать под давлением правительства Киева и общественного мнения народов стран Европы ответную реакцию отдельных государств мира на поведение русского слона в посудной лавке Европы. Реакцию отдельных лидеров демократических стран на гибридную войну РФ против устоев послевоенного европейского статуса-кво. А 24 февраля 2022 года стала демаркационная линия, переходом Рубикона от тлеющего замороженного конфликта 2014 года до юра узаконенного Минскими соглашениями Мюнхен-2 к полномасштабному вторжению войск РФ в суверенную Украину. Когда Запад лживо оправдывается, что он просто-напросто проспал Вторую мировую войну, идущую, по крайней мере, уже в течение 8 лет, а вовсе не был ее теневым соучастником в Кремля. Международное осуждение действий нового Гитлера-Путлера в 2022 году в Украине привело к введению ограниченных и катастрофически запоздалых санкций против окончательно взбесившейся бензоколонки, чтобы всего лишь приостановить и затормозить продвижение РФ на Запад ценой жизни миллионов мирных украинцев и инфраструктуры их страны. Запад во главе с администрацией Байдена увидел возможность критического ослабления РФ, союзника врага США Китая за счет Украины, и стал поставлять вооружение славянской нации, сражающейся за свое физическое существование. Коллективный Запад затянул военный конфликт в сердце Европы замедлительными темпами недостаточного количества оружия. В США было принято решение о прямом невмешательстве НАТО в дело Украины и РФ и о вооружении ВСУ, но с таким расчетом, чтобы баланс будет примерно равным между участниками военного конфликта, таким образом создав буферную зону в лице Украины между РФ и Европой. Такова прагматическая линия США и такова цена, заплаченная Европой за потакание восстановлению СССР в его прежних границах,
за счет жестоких убийств, нечеловеческих пыток, уничтожения всего живого и неживого, тотальная выжженная земля украинских Мариуполей, Чернобаевок, Солидаров, там, где ранее была цветущая корзина мира и умышленная и промышленная Украина. Мародерство россиянами в гигантских масштабах от украинских заводов до годового урожая украинских зерновых. Российская Федерация, в кавычках, продолжает наращивать военные действия за счет скрытой мобилизации и использования информационных технологий для дезинформации и манипуляции общественным мнением как внутри страны для ее домашней аудитории, так и за рубежом, чтобы внести элементы раздора в единство союзников Украины. Преступные действия Российской Федерации, конечно же, в кавычках, уже привели к гибели сотен тысяч людей, что имеет серьезные правовые последствия для всего человечества. Во-первых, РФ нарушает международное право и международное гуманитарное право. Во-вторых, РФ продолжает вести широкомасштабную войну, а по существу геноцид украинской нации, ее этноса, языка и культуры. В-третьих, продолжается геноцид чеченской нации, ее этноса, языка и культуры посредством насильственной мобилизации кавказцев на войну в Украине из оккупированной так называемой Российской Федерации Чеченской Республики Ичкерия. Люди в разных странах продолжают страдать от тирании и произвола российских спецслужб ФСБ и ГРУ потомков Сталина и Дзержинского. Одним из ключевых инструментов КГБ СССР ФСБ в ее политических маневрах является компания «Газпром». Швейцаризация Европы, которую «Газпром» осуществлял в последние десятилетия, привела к тому, что большая часть Европы стала зависимой от российской энергии. Это дало РФ большую политическую силу и возможность вмешиваться во внутренние дела многих стран. В конце 1980-х годов мы живем во времена гниения Российско-Советской царской империи, когда над многими странами бывшего Варшавского договора нависла прямая угроза создания увеличенного СССР-2 от Владивостока до Лиссабона. Народы Европы различаются по языку, религии, культуре и истории, но у нас есть общие ценности, которые едины для всех нас, и война России против Украины это доказала и показала. Свобода слова, свобода вероисповедания, свободный и неограниченный доступ к различным источникам информации, свобода на передвижение, свобода выбора национального пути. Мы, люди доброй воли, верим, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу, верховенство права и на неограниченное западной и московской, северокорейской и китайской цензурами право человека на доступ к интернету, который уже десятилетия является ограниченным, который жестко контролируется спецслужбами вышеназванных 3 стран-террористов. При самом активном участии в этом антиконституционном уголовно-преступном процессе в лице пособников Кремля, хозяев всех без исключения соцплатформ, которых шредеризировала банда ФСБшников во главе с Путиным, вложившим через своих карманных олигархов типа Алишера Усманова, владеющего крупными долями акций в Apple и Facebook. В финансовую базу тех соцплатформ миллиарды нефтедолларов, отмываемых за приличную мзду в карманы всех западных корпораций и глав государств, за исключением 3 балтийских стран и Польши, во всех западных офшорах от океана до океана. Одна из главных задач, которая стоит перед народами Европы, это необходимость проведения Гааги, международного Нюрнберга-2, иллюстрации по примерам Польши и стран Балтии над КГБ СССР ФСБ и их последователями в странах бывшего СССР и другими структурами, например, образование информации, не только воспитавших поколение российских реваншистов и империалистов, но и промывавших мозги западным нациям через рупоры Кремля наподобие Russia Today. Жизненно важно привлечь максимальное внимание мирового сообщества к преступлениям организаций ФСБ и ГРУ во главе с Путиным и Патрушевым,
Без международного трибунала над этими преступниками и публичного осуждения их действий с признанием русизма, человеконенавистнической идеологии, неприемлемым явлением для всего человечества, мир, вероятно, ждет неизбежная, неотвратимая катастрофа. Необходимо провести жесткую иллюстрацию, чтобы избежать повторения прошлых ошибок и гарантировать, что никто из штатных и внештатных сотрудников спецслужб остатков подполья ячеек КГБ в странах мира не имели возможности занимать государственные и общественные посты. Раскрытие архивов спецслужб всех стран может помочь разобраться во многих исторически спорных вопросах и создать новую архитектуру мировой безопасности. В истории человечества должно стать прецедентом то, что преступления, подобные тем, что совершали СССР и продолжает по сей день и час совершать так называемая Российская Федерация, не останутся безнаказанными, и что международное сообщество примет на себя ответственность за защиту полноценных, а не урезанных прав и свободы личности каждого гражданина каждой страны на земном шаре. То, что сейчас происходит в Украине, касается всех и каждого без исключения. Мы требуем проведения суда, основанного на международном праве, включая международные стандарты в области прав человека и международное гуманитарное право над КГБ СССР ФСБ, так называемой Российской Федерации и их последователями в бывшем СССР. Европейские народы имеют долгую историю борьбы за свою свободу и независимость. Давайте вместе бороться за демократию и защищать права человека. Давайте объединимся и покажем миру, что мы можем добиться большего, когда мы работаем вместе. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 9 марта 2023 года. Зачитал сегодня, 13 марта.